Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Элайф. И сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему, на Таро ключ времени, когда произойдет загаданное событие. Причем у нас будет здесь рассматриваться 4 события, а это значит, что вы все 4 можете загадать, естественно. Например, когда я куплю квартиру, когда я влюблюсь, или когда я встречу свою вторую половинку, когда я забеременею, или можно, когда куплю машину, да, любые, то есть любые абсолютно события, которые вас в жизни волнуют и которые вам интересны. Что соседи у меня раскричались, я извиняюсь. Итак, 4 события, да. И пока я выкладываю карты, я вас также приглашаю на наш канал. Переходите на главную страницу канала. Там есть список самых популярных видео на любой вкус. Абсолютно на любой вкус. Итак, перед вами вот эти 4 карты. Я сейчас буду украшать камушками. Так, первая позиция — яблоко из полосатого оникса. Вторая позиция у нас клубничный кварц. Третья позиция — моховый агат. Такой вот. И четвертая позиция у нас будет горный хрусталь. Такой красивый кристалл. Он везде со мной ездит. Итак, первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем. Когда произойдет загаданное событие. Загадывайте все 4 события, любые. И начинаем, да? Отодвигаем наши последние 3. Ой, уронила, извиняюсь за бряк. Так, наше яблочко из полосатого оникса. И первое событие, которое вы здесь загадали. Когда оно произойдет. У нас тут 8 посохов. И 19 октября. Вот вы знаете, 19 октября это не так уж долго, кстати, да? А 8 посохов, между прочим, еще и ускоряет время. Поэтому знайте, что событие либо произойдет в скором времени, очень быстро. Если это какое-то простое событие, которое должно произойти на днях, оно может произойти в течение 8 дней. Вот. Но также на 19 октября обратите внимание, то есть событие может произойти и в октябре, если оно такое более глобальное, что ли. Делайте уже тогда ставку на октябрь. Вот. 8 посохов — карта очень положительная, она всегда заряжает наши события позитивом, и она показывает, вот резвитесь как дети, играйте, радуйтесь, торопитесь, любите, живите, да, и, конечно, если вы будете открывать себе потоки вот для того, чтобы у вас это событие происходило, то есть возможности, да, то есть не затыкайте в себе желание, чтобы оно произошло, а именно открывайте, говорите: у меня все получится, оно будет, оно действительно произойдет. И да, карта сразу же говорит о том, что оно действительно скоро произойдет. Ну, вот такая позиция номер 1. А мы идем с вами дальше. К позиции номер 2. Наш клубничный кварц. Когда произойдет загаданное событие. Давайте посмотрим. Так, ну, мы здесь видим карту Луна. А Луна 12 мая. Это не так уж скоро, если смотреть от даты записи, но вы можете ведь и посмотреть в другое время, да, то есть совершенно в другое время года, в следующем году и так далее. То есть, поэтому 12 мая это основное тут может быть, но также 5 декабря. То есть мы эту дату можем, естественно, переворачивать в обратную сторону. То есть смотрите, у вас это может первое произойти в декабре, 5 декабря, да, или просто в декабре, и также в мае. И еще карта Луна, это у нас цифра 18, число 18, да, и это значит, что если вы загадали какое-то небольшое событие, то оно может произойти в течение 18 дней. Вот. И некоторые события даже в течение 18 часов. Луна показывает такое немножко темное время суток, да, и просто даже если вы хотите что-то такое необычное в своей жизни, мистическое, может быть, да, то попросите энергию Луны вам помочь. То есть наполняйтесь лунной энергией, чтобы она, именно лунная энергия, Луна, открывала вам возможности для реализации этого события. И оно действительно будет в вашей жизни. А мы идем дальше. К позиции номер 3.
моховый агат. Вы здесь загадали, значит, событие. У нас тут соседи, самолеты. Вот смотрите, все, что только могло. Сейчас еще гроза начнется, однозначно. Вот, вы загадали здесь событие. Какое-то оно, видимо, такое каверзное. И когда оно произойдет? Давайте смотреть, что тут за загадочная карта. Паж пентаклей, паж дисков. 28 мая. Это событие может произойти в мае-июне, да, там, допустим, следующего года. То есть это какое-то глобальное событие вы загадали, скорее всего, если смотрите сейчас. Какое-то действительно долгоиграющее, которое требует времени для исполнения. Но вы можете ведь смотреть это видео и в другое время года, в другом году даже, да, в другом месяце. И, соответственно, просто ориентируйтесь на май, на конец мая и ближайшего мая к вам. Вот. И также паж дисков, да, мы должны обратить на него внимание. То есть ваше событие, если оно не глобальное, небольшое, которое должно произойти скоро, оно произойдет в течение 11 дней или даже 11 часов. Обязательно задумайтесь над этим. То есть это не обязательно, что оно правда произойдет в мае, как дата написана, да, на этой карте. То есть оно может произойти в течение 11 дней или 11 часов. И также паж пентаклей, паж дисков говорит о письме, о каком-то сообщении в скором времени, о новости, связанном с этим событием. Поэтому вы можете что-то такое получить, да, как намек на то, что это событие обязательно исполнится, и это уже будет в ближайшее время. Ну, вот такой ответ вам дала карта. А мы идем дальше. Когда произойдет загаданное событие, наш горный хрусталь и последняя, 4-я позиция. Так, открываем. Всадник чаш. Ну, здесь такая карта интересная, она любовная, да, у нас замечательная карта и именно связанная каким-то образом с отношениями. Как вы видите, на ней нет срока на этой карте, а она показывает срок год, то есть целый год. И если это какое-то именно глобальное событие, то оно действительно может произойти через год. Но если вы загадали что-то легкое, то, что должно исполниться в ближайшее время, и просто спрашиваете небольшие сроки, то это 12 дней или 12 часов. Также всадник чаш, вот как я говорила, да, может связан быть с мужчиной, с любовными отношениями, вдруг, если вы что-то такое загадывали, или с творчеством. И он ускоряет процесс, он стремительно мчится, поэтому к вам может скоро приехать гость или какой-то человек поговорить с вами о любви, об отношениях или сделать творческое предложение. Поэтому не переживайте, что я сказала год, это может быть совершенно не год, да, а именно вот такие, как 12 часов или дней. Ну, вот такой ответ вам сегодня дали карты. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал Элайф, Школа Таро Альвиен и гадание, заговоры, ритуалы Карина. Всем пока и до новых встреч.